Здравствуйте, дорогие друзья. Проверка связи. Так, слышно меня? Тебя в наушнике? Да. Нет. Так, сейчас поправим. Странная ситуация. Так, я себя слышу. Так, сейчас подождите. Еще раз. Контроль. Скажи что-нибудь в микрофон. Что-нибудь говорю в микрофон. Ты меня не слышишь. И не слышу тебя. Так, лучше тогда возьми вот эти наушники. Видимо, там проблема какая-то. Так. Так. Нормально? Давай еще раз. Прием. Слышно? Ну, должно быть слышно, нет? Не особо. Ну, я тебя прекрасно слышу. Тут самое главное, важное, что мы в прямом эфире сейчас находимся, дорогие друзья. Вот я, как обещал, сегодня второй эфир, второе интервью с Кариной. Карина, представься, немножко слов о себе скажи. Всем привет, меня зовут Карина, мне 27 лет. Я из Украины, уже 2 года нахожусь в Польше. После опыта нахождения в зоне оккупации, в зоне военных действий, выехала в Польшу на психологическое, физическое восстановление, и вот тут начинаю свой новый путь. Ну, в общем, я небольшую предысторию, я с твоего позволения расскажу. В общем, как-то я думаю, что на наших общих эфирах с Андреем Григорьевым мы эту тему, наверное, затрагивали, потому что здесь был, значит, такой одиозный российский политик, оппозиционер Илья Яшин в Польше выступал. Я тоже на это, значит, мероприятие зарегистрировался, но поскольку была работа в кино, не помню, какой уже фильм, но, в общем-то, я решил, что, наверное, съемки в польском кино, они важнее, чем, ну, в общем-то, услышать одно и то же, что постоянно проговаривается, и там абсолютно, ну, никакой конкретики, тем более, я так понимаю, за 2 или за 3 месяца до этого был осуществлен обмен, и они там такую пургу несли вместе там с Карамурзой там и так далее, пока их в курс дела не ввели, поэтому там слушать вот эти бренни, значит, этих псевдороссийских политзаключенных не особо-то хотелось. И Андрей говорит, что, а ты знаешь, тебя вот упомянули. Я говорю, как упомянули, кто там? Ну, говорит, вот какая-то девушка встала и тебя упомянула. Я такой, думаю, ничего себе, говорю, знают, боятся, наблюдают. И, откровенно говоря, вот личность девушки не давала мне покоя, может быть, даже энное количество ночей, так скажем, я так задумывался перед тем, как думать о прекрасной Бурятии будущего. Я такой думал, кто же эта неизвестная девушка? И вот по счастливому стечению обстоятельств 21 июля этого года, 2025, на презентации книги, составленной Янушем Бугайским здесь, в Варшаве, значит, в белорусской организации Робби Разом, произошла развиртуализация, благодаря в том числе Олегу Маголецкому. Ну вот, ты можешь рассказать, собственно, ну, предысторию вот эту, как с твоей стороны, потому что я знаю это со слов Андрея, даже я с Андрея просил фотографии, говорю, Андрей, ну покажи, ты, наверное, фотографии делал там и так далее. Ну, в общем, не удалось у Андрея получить какие-то фотодоказательства того, что были, потому что, ну, признаться, я думал, что, ну, Андрюха надо мной подтрунивает, а оказалось, что все на самом деле так и было. Да, была на этом мероприятии встреча с Ильей Яшиным. Это было спустя год моего нахождения в Польше, когда я уже восстановилась более-менее от ПТСР и решила выбираться в Бучу, смотреть, что происходит на политической сцене, вот, где я могу себя применить, быть полезной, и решила сходить на мероприятие, хотя бы чтобы задать вопрос от самой себя по Украине и от моей знакомой из России. Вот когда я задавала свой непосредственно вопрос про российскую оппозицию, какие действия предпринимаются, какие люди вообще объединяются, потому что в тот момент происходили какие-то внутренние разборки в российской оппозиции, для меня это все тогда было слито, непонятно, неизвестно, особо я в этом всем не разбиралась, и вот, в принципе, когда перечисляла всех оппозиционеров, да, я упомянула Зурдана.
Вот, да. Но я хочу подчеркнуть, я не представитель российской оппозиции. Я лидер национально-освободительного движения «Бурят». Да, вот. Я тогда еще в этом всем не разбиралась и смотрела, кто вообще какие действия предпринимает. И сначала пошла потом, кто известен больше, это Илья Яшин, Мгм. это Навальный, ФБК. Ездила даже на марш в Берлине целых 2 раза. Вот, но меня это движение не особо впечатлило, и я потом полноценно присоединилась к деколонизаторскому движению, так как Мгм. я из Украины. У нас самый известный Олег Маглецкий, кто этим занимается. Так вот, в принципе, и оказалась сначала в Бухаресте на форуме Постраша. Мгм. И потом уже, да, присутствовала на презентации книги 21 числа, где уже воочию наконец-то познакомилась с легендой, с Зуртаном. Ну, в общем-то, ну, как тебе сказать? Ну, большое спасибо за то, что как бы наблюдаешь за нами. И, в общем-то, ну, как тебе вообще в целом? Вот сейчас переключимся, вот, ну, так скажем, небольшой переход сделаем с твоего опыта миграции, миграционного опыта, да, то есть как твоя интеграция здесь в Польше происходит, потому что мы миграционное радио, вот это очень интересно. Ты упомянула, что ты приехала переучиваться, да, сюда, и, в общем-то, как интеграционные вот эти процессы здесь в Польше построены, на твой взгляд, что ты об этом думаешь? На мой взгляд. Да. У меня вообще довольно-таки печальная история с Мгм. этим всем связана, потому что приехала я сюда 2 года назад, и еще пару Мгм. раз выезжала в Украину, соблюдая все законы, не превышая 30 Мгм. дней Мгм. выезда. Успела я выехать только там 2 раза забрать свои вещи, и потом, когда пришла в очередной раз в Ужгород, узнала, что у меня статус мой слетел. То есть тот, Ага. который позволяет находиться тут в Польше, и я разбиралась. Статус УКР этот, Статус Песель УКР, УКР. да. Мгм. Я приходила, разбиралась, еще когда не было обывателя, это все тогда было по бумажке этого песеля, показывала штампики в паспорте, да, и спрашивала, почему мне этот статус слетел, если я не превышала 30 дней выезда. И вообще, когда спрашивала, оказалось, что у меня этот статус слетел в тот день, даже когда я находилась в Польше, то есть по ошибке. И мне пришлось долго, ну, как бы, убеждать людей, что я тут собираюсь находиться долго, собираюсь тут регистрировать бизнес, переучиваться, все вот эти вот моменты, потому что люди не верили и, как бы, ну, не хотели этот статус останавливать. Ну да, я сам больше, наверное, 2 лет, если так можно сказать, практически с самого начала войны в Украине был первоначально волонтером, а потом работал как переводчик в транзитном центре на Варшаве Всходней. И, в общем-то, мне знакомы вот эти вот, значит, все, ну, много таких ситуаций было, когда, значит, вот этот пресловутый песель Укр, я помню там в самом начале историю, значит, вдруг ужонники, ну, которые руководили, значит, этим центром, решили, что надо всем этот песель Укр оформлять, даже тем, которые собирались релоцироваться в другие, там, в Германию, там, другие. И вот прям, ну, мы там, не зная всех обстоятельств и так далее, что это из себя функция представляет, значит, ну, там уговаривали, чтобы они сходили, получили там, по-моему, 300 злотых это выделялось, ну, совершенно небольшая сумма, а потом из-за того, что как раз вот эти люди оформили песель Укр, у них возникли проблемы, уже больше, через год примерно, возникли проблемы в тех странах, в которых они, ну, окончательно, значит, место жительства приехали, так скажем. И встречал такую ситуацию, что, да, люди приезжали, отказывались от этого песель Укр. Ну, тут действительно в некоторой неразберихе, так скажем, это имело место, ну, так, вот, желание помочь, так скажем, в итоге потом оказывало достаточно медвежью услугу, потому что тогда-то проезд был и туда, и от границы с Украиной, и к границе к Украине, он был бесплатный, то есть можно было ездить, и даже многие авиакомпании предоставляли бесплатные перелеты, и тогда это было проще, так скажем, сделать. Но потом, действительно, когда, вот, так скажем, какие-то изменения произошли, вот начали каким-то образом там, ну, вот это вот чиновничья, так скажем, работа, да, когда они просто без всяких
там, обиняков там, и так далее, без предупреждения и так далее, могут взять там статус просто удалить, и это из-за того, что или ошибка произошла, или там еще что-то, или куда-то не выспался этот луженник там и так далее. То есть таких случаев тоже достаточно. Ну и вот как там, то есть ты, получается, ты же училась или ты закончила Нет, в вуз? Украине Угу. в Украине закончила, да, полное высшее образование с магистратурой. Оно у меня вообще было связано с легкой промышленностью. Да, но вот тут, после того, как я провела год и испытала на себе последствия ПТСР после нахождения в зоне боевых действий, я решила переучиться на психологию, на психолога и помогать своим людям в своей стране. Имея такой неудачный опыт и прочувствовать его на собственной шкуре. Учусь я в частных образовательных заведениях, то есть это программа по профпереподготовке, и на следующий год планирую поступать уже в магистратуру онлайн в Украине. Вот. То есть мне максимально хочется быть связанной со своей страной и планирую, в принципе, туда возвращаться со временем. А, то есть это не польские вузы? А, понятно. То есть я почему-то подумал, что это именно Польша предоставляет такие возможности переобучиться, например, получить здесь профессию. Понятно. Так, следующий вопрос. Ну, сейчас перескочим в настоящее время уже. Вот касаемо того, что сейчас Украина снова забурлила, потому что был принят закон, в котором, значит, две организации, я так понимаю, которые занимались расследованиями коррупции, теперь переподчинены генеральному прокурору Украины, если я правильно понимаю. Могу немножко Да, рассказать. да. Да, это касается двух организаций НАБУ и САП. НАБУ – это Национальное антикоррупционное бюро Украины, и САП – это специальная антикоррупционная прокуратура. Они оба были созданы где-то в 2015 году на волне нашей революции достоинства, и это было частью требования заграничных наших партнеров МВФ, да, чтобы предоставлять целенаправленно транши, и чтобы люди были уверены в том, куда и как они идут, и чтобы уровень коррупции в нашей стране снижался для дальнейшей евроинтеграции. И НАБУ – это организация, которая занимается расследованием антикоррупционным по высоким подсудовцам. Это высокие чины, вот специально такая назначенная структура, а САП уже, в принципе, всеми остальными. И САП изначально подчинялся генеральному прокурору, потом выходил из-под его, так скажем, наблюдения, и сейчас снова его хотят туда вернуть. И да, еще один скандал, который у нас был, это то, что в 2021 было создано БЭП, это Бюро экономичной безопасности, да, тоже такая структура, которая должна следить за коррупцией и расследовать какие-то преступления экономические. По конкурсу выбирался независимый глава Цивинский, и его, в принципе, должны были назначить, но не назначили. И тоже очередной такой экономический, можно сказать, у нас скандал. Да, и люди были недовольны, потому что люди у нас в Украине в эти последние пару дней оценили это практически как возврат 2013-2014 год, и что как будто бы в Украину вернули свои имена Януковича. То есть то, что эти структуры, если они будут снова не независимые, а зависимые, да, от высокой власти, то это значит отсутствие независимости и свободы. Ну, может быть, это связано с тем, что, так скажем, европейские партнеры не совсем, так скажем, оказывают должную помощь Украине сейчас или нет? Или это такой, может быть, политические какие-то маневры на самом деле президента Зеленского? То есть, ну, понятно, что я видел, значит, голосование, и я так понял, что пропрезидентская партия, она практически в полном составе проголосовала за этот закон. Да, и у народа возникают разные вопросы, потому что это было подано под соусом как борьба с внутренними вратами, то есть людьми, которые есть в этих структурах, но работают на Россию. И, в принципе, началось это все с обшуков, как перевести на национальный. Обысков. Да, с обысков до СБУ, службы безопасности Украины, которые начали искать этих городов, кто сливает информацию. В
принципе, да, я верю и в эту версию, то есть Мгм. правда есть и в этом, что так может быть. Но, с другой стороны, некоторые люди верят, что это происходит из-за того, что НАБУ подобралась к окружению Зеленского и начала расследовать какие-то вещи, связанные с коррупционными действиями людей в команде Зеленского. Например, у нас был известный такой вот министр недавно созданного Министерства едности, который должна была объединять людей за границей, Чернышов. И Мгм. против него тоже было открыто такое вот следствие. И кто-то связывает вот эту всю деятельность с этим. То есть палка о двух концах. То есть, ну, люди находятся сейчас в таком состоянии во время войны, истощения, что люди уже не смотрят, какие были причины, людей раздражает сам факт происходящего. Ну да, ну, как бы очень сложная ситуация, потому что с одной стороны идет война, бомбы падают, ракеты. С другой стороны, конечно, для вот стороннего наблюдателя, вот, например, для меня, находящегося здесь в Польше, не гражданина Украины, я не знаю, могу ли я это комментировать, но, например, это выглядит так, как будто бы это такой карт-бланш своего рода тем, кто, ну, так скажем, является составной частью государства, чиновничий аппарат вот этот, который, так скажем, должен по замыслам там, в демократических государствах работать на благо государства и народа, из которого он происходит, но в данном фактически ситуации, что получается, что это такая некоторая настройка, которой дали карт-бланш о том, что если ты с нами, если ты наш, то мы тебя не отдадим, не продадим. То есть это немножко похоже вот на какие-то мафиозные такие структуры, какие-то договоренности там и так далее. Ну, отчасти так, отчасти нет. То есть с чем вообще связаны самые большие опасения моих сограждан соотечественников, это то, что эти структуры, они являются гарантом того, что наши заграничные партнеры нам доверяют и продолжают выделять помощь. И самые большие опасения это то, что если они перестанут быть независимыми, нам не будут как бы доверять и снизится помощь. А помощь, которая выделяется Европейским Союзом, она идет на покрытие социальных расходов статей бюджета Украины, да, мы тратим свой бюджет на оборонку, а то, что выделяется ими, преимущественно тратится на социальные статьи, то есть это образование, медицина, пенсии. У нас в этом плане дефицит бюджета около 40 миллиардов долларов в год. Вот, поэтому это очень большие деньги, это очень важные деньги, которые позволяют нам выдерживать все эти непростые вызовы, которые падают нам на голову, да, и у людей связано опасение с этим, что если не будет независимости этих структур, то снизится помощь, и это будет дополнительная нагрузка финансовая на общество, и меньше как бы, денег будет направлено на оборону. Мгм. Ну, еще, кстати, вот такое практически незаметное значит, событие произошло. Я хотел об этом сказать в своем выступлении, ну, небольшом там 21 июля, о том, что премьер-министр у вас сменился. То есть это как-то вообще совершенно незаметно. До этого был, если я не ошибаюсь, ну, в общем, поменяли мужчину, поменяли на женщину, да? Ну, с Ерденко назначили. Но вот за этим я не особо следила, потому что у нас, в принципе, сейчас поменялись практически все министры, но у нас это как бы называется перестановка кровати в борделе. То есть все те же лица просто перетусованные, и у людей тоже мало этому всему доверия. Ну вот, а я хотел сказать, там был такой вопрос 21 числа, вот что там делать Украине, чтобы выиграть, вот кто-то такой провокационный вопрос задал. Но у меня на этот вопрос, кстати, он тоже, вот я ходил на такие, значит, пару раз, по-моему, был, такие дискуссионные клубы устраивали в Ковчег, Реформ, по-моему, что-то такие здесь какие-то мигрантские позиционные здесь организации были. Там тоже был такой вопрос задан, а как вот, ну, выиграть войну? А я говорю, ну, одним из способов выигрыша войны является тотальнейшее уничтожение высшего военного политического руководства страны противника. То есть я говорю, ну, взять там 4 или 3 нейтронных устройства, кинуть их на Кремль, там, на охотный ряд и Завидово, например. То есть, и вот умирает Госдума, там Совет Федерации, значит, шайка
этого Госсовета так называемого, который там в Кремле на очередном заседании там может показаться. Я говорю, тогда все, проблем не будет. Ну и там, конечно, бурная реакция возникла. Почему бы тогда нейтронками там, или атомными бомбами не закидать Улан-Удэ? А я говорю, ну Улан-Удэ не сидят люди, которые принимают решения о войне. Они находятся в Москве. Я говорю, это нужно понимать, что такой, один из таких вариантов возможен. И потом я говорю, а что вы, ну, как говорится, возникаете? Вы же спросили нас о вариантах возможных. И то есть в этом отношении показательно очень, что российская оппозиция, она почему-то, ну, вообще не думает о том, что так может закончиться. То есть для них это какой-то совершенно невообразимый, там, людоедский, там, я не знаю, какой-нибудь этот вариант, когда вдруг надо же на Москву скинуть бомбу. Я говорю, ну, ребята, ну, каждый день прилетает по городам Украины, я говорю, это же нужно понимать, что ответка рано или поздно будет. И в этом контексте, безусловно, я хотел провести аналогию между такой премьер-министр Израиля была Голда Меир, которая дала там, ну, приказ определенным организациям, которые уже тогда сформировались, в том числе из евреев-мигрантов из Франции, из США, ученых там, и так далее, о том, что нам нужно построить свой реактор-размножитель, так скажем. Это было благополучно сделано, и во время правления, так скажем, Голды Меир Израиль, ну, по секретным данным, там, по данным разведок, он стал обладателем, по крайней мере, ядерного оружия. Я не знаю, были ли разработки потом дальше по созданию там термоядерного устройства и далее по созданию нейтронного устройства, но я думаю, что учитывая, так скажем, и финансовое состояние, и научно-техническое положение, то я думаю, что Израиль обладает, так скажем, полным набором ядерных устройств. И в этом отношении, конечно, Украина и, безусловно, Польша, которая единственная страна в восточном социалистическом Варшавском блоке, не получила ядерной электростанции атомной. Это было тоже своего рода попытка Москвы поставить в энергетическую зависимость Польшу. И вот во всех социалистических странах, даже, по-моему, в Литве есть атомная станция, да, а вот в Польше нет, и поляки долго поднимают это, ну, там, конечно, вмешивается вот это, как его, гибридная часть вот этого путинского, значит, агентов влияния по типу экологов различных. Я не говорю, что экология плохо, но там, где это касается именно государственных, национальных интересов, проблемы экологии, они должны там, ну, на втором, в третьем порядке рассматриваться. Потому что, ну, атомная электростанция, ну, может, взрывается раз в 100 лет. Да, ну, на ограниченной территории будет какое-то ядерное там радиоактивное заражение, но пользы она приносит и по выбросам СО2 и так далее гораздо больше, нежели чем развитие какой-нибудь альтернативной, так скажем, энергетики. И в этом отношении, конечно, и промышленный и научный потенциал Польши может быть объединен с научным и реально существующим потенциалом Украины, и поэтому создание, так скажем, в рамках двойного такого процесса, так скажем, договорного процесса ядерного устройства, то есть Украина может предоставить, скажем, радиоактивную часть, а поляки могут собрать ее на своей территории. То есть если там же у Путина есть такая боязнь, и они постоянно вот отправляют этих полудурков по типу Мединского и так далее, которые там, значит, на каких-то переговорах совершенно невозможные, ну, с точки зрения Украины, ставят условия, там, денуклеаризация, значит, там, какой-то буфер, создание какой-то буферной зоны, там, и все прочее, то есть, ну, отчасти они срывают, естественно, переговорный процесс, но мне кажется, там еще был такой вопрос, помнишь, 21 числа, по-моему, белорус задавал о том, что вот вы ставите там национально-освободительные движения, значит, свободу своих наций в случае, если Украина победит. А если Украина не победит? Ну, я хотел было сказать, там, фраза такая была о том, что даже если Украина проиграет, она все равно выиграет.
Ну, не стал дальше углубляться, потому что там хотел другую мысль донести. Но смысл такой, вот огромная русская империя, советская даже, она боролась с маленьким независимым народом Чечни. У чеченцев не было никаких вооружений, да, пушек там не было, танков и так далее. В каком-то небольшом количестве, может быть, на начальном этапе, но основная борьба там происходила за счет стрелковых вооружений. И понятно, что ну, можно по-всякому разговаривать, но касаемо того, что кто осуществлял террор, потому что вот мои знакомые из Кавказа, которые тоже нашими ведущими являются, они говорят, что терроризм, большей частью, который происходил против гражданского населения, это отчасти были в том числе спецоперации ФСБ, различных других структур, которых полным-полно, для того, чтобы дискредитировать национально-освободительные движения чеченцев. И отчасти я с этим согласен, но представляешь, что 40-миллионная украинская нация, допустим, да, она что, сразу замирится, и как Путин там сказал, что да вы не украинцы, вы русские, да? Я более чем уверен, что произойдет там такая ситуация, что по первости начнут сразу отстреливать всех этих СВОшников, всех этих героев дутых, да, потом начнется боевая организация украинских националистов, начнет действовать в Европе, начнут отстреливать, значит, всяких оппозиционеров российских, детей олигархов, там всяких примазанных коррупционеров и так далее. То есть хочет ли Путин именно такую Украину взять, так скажем, да, или он хочет полностью истребить украинское население там на этих территориях и заселить, допустим, мигрантами. Вот сейчас говорят о том, что, хотя я не против того, чтобы на самом деле миллион индусов приехало, потому что это представители, так скажем, древней цивилизации, которые не позволят об себя ножки вытирать, да, которые не склонны, ну, может быть, были там 3000 лет назад склонны к какому-то диктатуре там и так далее, но тем не менее сегодня уже больше, по крайней мере, 80 лет Индия это пусть и кастовое, но зато демократическое государство. И в этом отношении любой приток думающих, так скажем, людей из демократических стран, он на самом деле плодотворно повлияет на то население, которое там осталось. Так, ну и немножко так перейдем к 21 числу. Удалось получить экземпляр книги? Конечно, еще и с подписью. Да, ну что-нибудь удалось прочитать, ну, по крайней мере, мою какую-нибудь статейку? Пока еще нет. Но я даже сам свои статьи там не нашел, только кроме одной там практически в самом начале. Но я потом думаю, отдельно проведу эфирчик там с пояснениями, там выложу скринчики тоже с моими подписчиками поговорим на эту тему, что как важно доносить мысль не только вот с помощью форумов, да, аудио, видео, так скажем, прямых эфиров и так далее, но важно вот еще зафиксировать, потому что книга отпечатана, уже со слов Олега, значит, заключен договор о переводе на украинский и на русский язык для распространения, так скажем. Я вообще думаю, считаю, что его нужно еще и в какой-нибудь PDF-вариант засунуть и распространять флешками, там, например, потому что сейчас все к тому идет, что, значит, как там приняли закон, что поиск экстремистской информации, да, он будет, значит, сначала приравниваться, ну, то есть, если тебя поймают 5000 штраф, а потом уголовное дело, значит, будет. И, ну, я не знаю, то есть, мне казалось, в свое время я там находил огромное количество книг в русском именно сегменте интернета, связано еще с теми книгами, которые большевики там рисовали по линии Коминтерна, для того, чтобы совершать революции в других странах. Все это оцифровано, где-то там лежит до сих пор, наверное. И это тоже экстремистская, получается, литература или нет? Возможно. Ну и вот, и там действительно наступает такая дурка. Ну, я, в принципе, вот пообщавшись, я так спорадически, значит, на меня выходят там подписчики, там Z-патриоты всякие, которые там грозятся меня там
на бутылку посадить, там еще что-то. Ну, периодически прорываются, значит, звонят в эти телеграммы, но с ними общаюсь. Я понимаю, что вот этот вот смысл, мы сидим здесь в зоне свободного интернета, демократии, свободного доступа информации, да, а там вроде бы тоже все самое, интернет вроде как, да, те же самые вот эти, значит, соединения, там, ну, кто-то VPN использует и так далее. А на самом деле качество информации, которые начали, вот, могут извлекать люди, гораздо сильно ухудшилось. Значение. Ну, то есть имеется в виду, что если раньше ты мог свободно где-то найти какую-то необходимую, интересующую тебя информацию, то теперь у тебя куча препонов. Для того, чтобы ее сделать, там нужно VPN скачать, нужно там периодически этот VPN обновлять или за него деньги платить. Не каждый готов. При том, что сейчас еще ухудшилось качество, скорости интернета. По многим, видимо, какие-то работы проводятся технические для того, чтобы поставить там всякие фильтры там и все прочее. Я тут общался с одним, они не айтишники, а скорее вот не тот, который там кодит, как-то их называют, я забыл. Ну, вот инженеры больше, да, и он говорит о том, что там высокого качества специалисты, так скажем, занимаются созданием, в том числе аппаратных систем, которые вот прямо на аппаратном уровне начинают фильтровать трафик. Вот, например, мы YouTube сейчас ведем, и меня часто там пишут, я прямой эфир веду, кто из, допустим, из Бурятии, из России меня смотрят, я говорю, звук плохой. То есть картинка идет, а звук страшно плохой. Я проверяю после прямого эфира звук нормальный. И я потом установил, что действительно они научились в видео делать плохой звук, и не все готовы вот этот плохой звук слушать или, например, пользоваться наушниками там каким-то образом. И не у всех оборудование есть, которое может аппаратным способом немножко поднять качество этого звука и так далее. И в этом отношении, естественно, что создается вот такой информационный вакуум, и это очень похоже на то, что существует в Китае. Потому что там изначально интернет, он строился с учетом вот этого великого китайского фаервола, и там без VPN недоступны, там, естественно, социальные сети. Да, и для того, чтобы, например, в Вичате зарегистрироваться, нужно тоже, чтобы тебя какой-нибудь китаец подтвердил. У меня там были проблемы, например, я там, скажем, с некоторыми своими знакомыми общаюсь через WeChat, и оно только такое тоже, знаешь, вот если WhatsApp там сколько-то весит, там, ну, скажем, 500 мегабайт весит, да, то WeChat весит несколько гигабайт. Я не понимаю, какую информацию меня собирает. Так что, если какие-то спецслужбы на меня там из-за того, что я на китайском языке там в Фейсбуке печатаю что-то, всем передаю привет. Там, привет Си Цзиньпиню. Сегодня как раз. Ну, а достаточно интересная на самом деле тема. Я сейчас начал, вдруг меня что-то ударило, там, историю КПК там почитать и так далее, потому что вдруг нам придется тоже где-то там по горам Бурятии лазить. Но, с другой стороны, я вот, конечно, всегда восхищался чеченцами, да, тем, что вот они там в землянках жили, там, значит, ну, вот эти видео всякие приходили, которые там Саида Бурятского я там очень много слушал в одно время. И, значит, ну, я понимаю, что вот в условиях Бурятии плюс без религиозной составляющей, да, которая, ну, бы тебя не просто мотивировала, ты как бы неотрывно вместе с ней находишься, то есть это своего рода как откровение какое-то определенное, то буряту, нации, у которых, в принципе, в культурной традиции нет такого понимания, как Бог-творец, очень сложно на какие-то вот такие нюансы спровадить. И минус 40 в землянке, ты как-то должен эту землянку отапливать, чтобы тебя еще и не нашли. Да, а современные технологии, они, вот, например, лидар, там, не говоря о тепловизорах, там, ну, как бы в течение очень короткого времени подобных партизан там выявит, потому что вот у меня один, ну, я думаю, это был провокатор какой-то в моих там, значит, этих, что-то там начал писать там про какие-то городские бои, уличные эти, что мы там должны зафиксироваться. Я говорю всегда, еще до того, как
значит, собственно, оказался в миграции, я там стоял на площади Советов, и я говорил всем: ребята, надо эмигрировать. По той простой причине, что находясь в России, в любом статусе, даже безработного, ты все равно являешься для них как бы и сырьем, что ли, да, то есть как мы, когда нас завоевали, там нас обложили ясаком, и, соответственно, если раньше там мы им нужны были для того, чтобы, значит, соболей там подавать, там еще какие-то, золото, минералы какие-то и так далее, то до сегодняшнего дня мы дошли, что мы сами собой платим. И так и получилось в 22 году, что теперь буряты платят вот этот колониальный, ну, за то, что нас завоевали, мы платим своими собственными жизнями. И понятно, что еще и какая-то часть тех бурят, которые воюют против Украины, они еще и убивают украинцев, которые борются за свою землю. Поэтому здесь вот такая сложная очень ситуация, но опять же, я говорю о том, что вот проблема бурят, и там было видно просто вот на этом мероприятии 21 числа о том, что какая мощная разница между, вот, допустим, чеченцами, да, и всеми остальными. То есть там вот Исаев, если не ошибаюсь, он довольно четко так сказал, что без борьбы да. То есть и в этом отношении, ну, понятно, что это и традиция, и перманентная война, которая была, вот эта кавказская, она не закончилась, она все это время продолжалась у чеченцев, у ингушей, у представителей других кавказских народов. У них существовало и до сих пор существует вот это обречество, да, то есть это вот таких героев, одиночек, которые там, ну, значит, воевали. И последнего вот чеченского обрека, по-моему, застрелили в 1972 году, то есть это уже глубоко советская власть была. И у бурят такой традиции нет, то есть откуда ей бы взяться, например. И в этом отношении, конечно, тот факт, что нас завоевали еще там фактически в средневековье, когда дрались на луках и стрелах, это, конечно, полностью убило наши воинские традиции. Я там неспроста вот на вопрос этого белоруса, что будет, если Украина проиграет, я, ну, вскользь ответил, говорю, что у нас сейчас огромная масса бурят, которые, значит, научились воевать, научились убивать, и она никуда не денется. Ну, хотя я сейчас фиксирую уже на протяжении 4 месяцев, и вот неоднократно говорю значит, со своим гостем в студии Сергеем о том, что вот по этим некрологам и так далее я прям фиксирую, что если раньше большая часть, так скажем, погибших это были граждане Бурятии, представители определенных субкультур, то есть они не, так скажем, вот, ну, если взять в Бурятии тебя, спросить, кто ты там, например, да, и в зависимости от того, кто его спрашивает, он может по-разному, этот представитель, ответить. Он может сказать, что он русский. Ну, чуть-чуть, как я, выглядящий, например, да, если будет спрашивать русский и так далее. То есть это... Социальная игра. Ну да, это получается такая ситуация, что, ну, он, допустим, действительно русский, который там живет 200 лет, например, да, ну, и там где-то были буряты и венки, там еще кто-то, да. И у него частично, естественно, восприятие, что он русский человек, но на фоне, допустим, бурят он практически не отличается. И в этом отношении, конечно, вот эта масса, она почему-то гибла в самом начале вот этом. Ну, за исключением там самого первого, когда, значит, вот эти парадные танковые части всякие там, значит, были уничтожены, и там вот эти первые жертвы, как раз эти танкисты-буряты, там убитые, там сильно произвели впечатление, значит, на Европу. А это произошло потому, что, ну вот, в том числе здесь ученые, которые в Польше изучают бурят, они, ну, выяснили методов опросов и так далее, что в основном мотивация это финансовая. То есть буряты там оказались, потому что заключили контракт, и естественно, что какие-то, конечно, там кто посообразительнее, и вообще я говорю о том, что
Ну, в бурятских семьях, там, скажем, детей своих любят. И мало когда таких вариантов бывает, что семья, она вот этого ребенка просто так бросит. То есть это какие-то либо маргиналы совершеннейшие, либо, скорее всего, не буряты по своему происхождению, по своей традиции. И вот наряду с тем, что в мобилизацию было призвано достаточно большое количество похожих на бурят жителей Бурятии и соседних регионов, еще такая же, даже большая часть, она уехала в Монголию. А оттуда, значит, попали и в Соединенные Штаты Америки, и в, значит, другие страны, например, как Южная Корея. И, собственно, сейчас проблема же такая в Соединенных Штатах о том, что буквально после первой фазы войны, да, получается, первые полгода до этого мятежа Пригожина, да, там же оказалась такая ситуация, что большое количество вот этих зэков, они сумели получить паспорта заграничные, возможно, за взятку, и попали в Соединенные Штаты. И там запросили, ну, прямо указывая, что они вагнеровцы там и так далее, что они опасаются и так далее. И поэтому стали садить всех мужчин, которые пересекали мексиканскую границу и запрашивали политическое убежище. Ну и среди них большое количество, естественно, так называемых колбасников, которые, в общем-то, ну, были деньги, потому что ну, дорого в Америку ехать, откровенно говоря. То есть не у каждого бюджет потянет, так скажем. Но такие факты были, и, в общем-то, в этом отношении понятно, что американцы, они пытаются защититься от такой массы. Представляешь, приезжают какие-то преступники, там, да, еще причем с боевым опытом и так далее, просят убежище, и неизвестно, что от него ожидать, что, может быть, это закамуфлированные агенты там какого-то русского ГРУ там, или еще что-то в этом роде. Поэтому вот на вопрос этого белоруса вот есть такой ответ, что в любом случае любое национальное движение, оно должно концентрироваться, брать, безусловно, во внимание, в том числе этот пассионарную, так скажем, составляющую, да, потому что тут нужен опыт Первой мировой, когда русская армия полностью разложилась, в том числе благодаря пропаганде большевиков, но и отчасти тоже, потому что большевики, они занимали достаточно радикальную позицию, и этим, так скажем, привлекли на свое внимание вот этих белых офицеров, которые потом сражались за них. И в этом отношении важно понимать, что национально-освободительные движения, они не могут быть мирными. Потому что вот мои оппонентши, как меня предупреждали, там, без мизогинии, но вот у моих оппонентш, так скажем, у них нету понимания того, что, то есть они думают, что все само собой произойдет, какая-то там власть установится, а они будут таким мосточком между демократическими США и Европой, и вот теми государствами, которые могут возникнуть там, да, то есть, а я свято верю о том, что ничего такого не произойдет, если не подтолкнуть эту телегу. А подтолкнуть эту телегу можно только с позиции выработки национальной идеи, потому что столько лет прошло с момента того, как национальные государства зародились в Европе, да, вот до бурят эта вот национальная идея, она не дошла. То есть ее каждый раз все правители пытались на свой лад переделать. Если в царское время они там в рамках большой игры, значит, разрабатывали такую систему панмонголизма, что мы, мол, монголы должны там присягнуть белому царю, значит, и вот эти все огромные территории, значит, дряхлеющей Цинской империи должны стать частью вот этой Российской империи, Русской империи, да. Потом большевики тоже эту систему использовали для того, чтобы вовлечь, так скажем, в революционное движение все вот эти народы. Им удалось, например, оторвать Монголию, создать даже Монгольскую Народную Республику в 21 году, если не ошибаюсь. И сейчас то же самое происходит, то есть разрабатывается какая-то новая концепция, в которой вот, собственно, буряты должны строить, там, быть
так скажем, участниками строительства русского мира и все прочее. То есть и вот в этом отношении мы должны, наша интеллигенция, вот эти все, так скажем, ненадежные женщины эти из наших бурятских демократических движений, которые тоже стали вдруг внезапно националистами, после, кстати, форума. Вот, собственно говоря, ну, ты же в курсе, что до того, как я у Олега выступил здесь в мае 2022 года, получается, и не произнес вот эту речь, в котором я говорю, что мы, буряты, хотим своего собственного государства, и единственная армия, в которой буряты должны быть, это наша бурятская национально-освободительная армия. Больше ни в каких. И вот эта фраза суверенитета и независимости, она сыграла вот такую глобальную роль, когда вдруг вот эти всякие демократические движения, которые там, как премудрые пескари, сидели под корягой долгое время, и вдруг они тоже заявили, а мы, говорит, первые заявляли, там, ну, какие-то даже посты там приносили, еще там что-то, что вот они-то на самом деле давным-давно боролись. А вот после второго форума или третьего вдруг некоторые из них заявили, что они вот прям настоящие бурятские националисты, короче. Хотя как-то они как-то себя называют, что они националисты то ли трезвенника, то ли язвенника, я уж не помню. Ну, в общем, да, что вот они вроде, мол, не такие, как Халтаров, и обязательно вот так на меня показывают. Хотя не знаю, где они там что нашли, наверное, это русская пропаганда их укусила, потому что в основном меня всякой грязью поливали либо менты, типа Хасуева, либо, значит, вот эта вся сомна этих, значит, русских нацистов, ксенофобов, которая там у нас в Бурятии сидела и до сих пор считает, что буряты ни на что не способны и ничего не достойны, особенно как там, какой независимости, какого суверенитета они там хотят. Так что вот такая вот ситуация. Могу сказать свое мнение по Да. поводу этого вопроса, что будет, если там Украина не выиграет, если Украина проиграет. Это такой сложный вопрос, и как это все сопряжено с деколонизаторским движением, потому что, ну, даже если брать эту ситуацию с НАБУ и САП, мы можем увидеть, что у Украины своих вопросов хватает очень больших и насущных, серьезных, внутренних. И если смотреть даже на население Украины, да, что было около 40 миллионов человек, с начала полномасштабного вторжения около 6-7 выехало, у нас 10 миллионов пенсионеров, 5 миллионов людей плюс-минус до 18 лет, у нас остается около 20, там, меньше даже миллионов работоспособного населения, которое способно что-то делать. И еще до 2 миллионов задействовано в обороне. И по статистике Министерства здравоохранения у нас около 15 миллионов требуют психологической помощи. То есть это малая доля населения, которая зрелая, которая способна работать, которая держит на себе экономику. Это люди, которые истощены, которым нужна психологическая помощь, и у нас хватает своих очень много вот таких насущных вопросов, поэтому иногда, когда на нас там пытаются повесить, что вот мы должны выиграть и решить вообще кучу мировых таких вопросов серьезных, мне, ну, как бы иногда как-то и странно это слышать, что как будто бы все зависит только от нас, и на нас полная ответственность за все эти мировые изменения. По аналогии это так же, как у нас в стране говорят, что вот у нас парни с фронта вернутся и наведут порядок. А я говорю, что парням с фронта сначала надо будет самим прийти в порядок, а не идти и решать вот эти вот вопросы. Поэтому это уже на плечах гражданского населения решать политические и экономические моменты. По поводу вот то, что ты говорила, что нет национально-освободительного движения, национальной идентичности, и на меня нахлынули такие вот воспоминания из оккупации, потому что я была в северной части Киевской области, около Чернобыльской зоны, и первые люди, которых я увидела, у нас там были как федеральные войска, как они сами себя называли, федералы, и потом были наемники. Вот, ну, это вот все сленг самих людей, с кем я общалась, потому что они буквально стояли на нашей улице, у них там стоянка была. Первые люди, которые я увидела, которые вылезали из БТРов, это были несколько человек азиатской внешности. То есть там были славяне и люди азиатской внешности. И для меня это было просто таким каким-то шоком, потому что это люди выглядели очень молодо, да, то есть я бы там не дала им больше 20 лет. То есть это вот для меня они выглядели как дети. И для меня это был вопрос. Но меня здесь тоже путают.
думают, что мне лет 25. Ну, я вот думала, что эти дети тут вот как бы вообще забыли, да, и потом, когда я общалась с наемниками, мне там один человек сказал, что он с Благовещенска, я потом даже вот сейчас смотрела, проверяла, это Амурская область, Мгм. да, то есть это тоже рядом где-то с Бурятией, то есть вопрос... Ну, не, ну там Через- 2000 километров примерно. ну это так вот кажется, да, Ну что да, расстояние там близко, как две соседние области в Украине. Вот, и это практически 8 тысяч километров, это 10 тысяч километров от нас. И получается вопрос, за что должны воевать и умирать эти люди, которые находятся за 10 тысяч километров от нас. Но если они профессиональные военные, там контракт заключили, понятно, что они всегда могут сослаться на то, что вот у них какой-то приказ был. И важно понимать, что исторически вот эта советская русская армия, она же ведь никогда не была направлена на то, чтобы сформировать какого-то думающего солдата. То есть у нее задача была просто не отступить, не убежать, а грамотно на поле боя умереть и, значит, поставить, ну, какую-то выполнить задачу. И здесь тоже самая такая же ситуация. То есть пренебрежение к жизни и вообще к тому пониманию того, что там солдат может что-то думать там и так далее, оно вот в этих училищах офицерских и так далее, оно разрабатывается постоянно. То есть офицеры учат, что солдат это не человек. То есть это просто некоторая единица, которой можно пожертвовать. То же самое, как в игре в шахматы, постоянно первыми падают в основном пешки, да? Их, ну, при неумелой игре, конечно, можно все пешки отдать и проиграть в конечном итоге, но ситуация такая, что размен такой происходит, что ты пешку должен на пешку поменять. Хорошо, если там поменял на какую-то более сильную фигуру. И в этом отношении ничего не изменилось со времен Жукова, ничего не изменилось со времен Кутузова и Суворова. Точно так же фактически происходит такая ситуация о том, что вот, ну опять же, ранее говорю, что вот эти вот буряты, якуты, все остальные представители малых народов, да, они фактически дают ясак, но уже своими телами. Фактически это вот такая феодальная повинность, что ли. И в этом отношении очень сложно говорить, потому что если бы была хотя бы какая-то национальная составляющая, и вот она есть у тех, которые сбежали как раз, за которых семьи позаботились, или которые семья так сделала, чтобы он бронь получил, например. Но всегда есть, естественно, в любой популяции есть дураки, которым, ну, так скажем, которые, ну, от неустроенности жизни или там еще по каким-то другим причинам. Вот яркий пример, например, я его лично знал, это, значит, был кандидат наук, Эдик Батацеренов, короче. У него жена, министр у нас там в Бурятии, зачем-то пошел, добровольцем пошел. Причем он отец там 5 или 4 детей, я уж не помню, он такой многодетный как бы отец, то есть у него еще и бронь была. Ну вот он полез, и его дроном, ну, разэтовали, короче. Да, его разорвало, короче, он, видимо, сложно было, по ДНК его только опознали. И там, по-моему, через год, что ли, только был похоронен. А это кандидат наук, между прочим, это ученый, практикователь, то есть он из научного центра ушел. То есть, и всегда вот такие люди были и будут, там, авантюристы различного рода, там, значит, какие-то не совсем нормальные, так скажем. То есть, для нормального человека не убивать это норма, а уж тем более не терпеть несправедливости. И в этом отношении, естественно, то есть, два мира столкнулись. Вот тот мир, который победил в 2014 году на Майдане, и столкнулся вот с этим миром, который представляет из себя просто безликую массу, которая, в общем-то, жаждет крови, жаждет грабить, воровать. Ну, в общем-то, чем она физически, эта масса занималась постоянно. То есть это не только в войне в Украине, то же самое было и в войне в Чечне, и в Грузии, и до этого во многих конфликтах. Там, я не знаю даже, что грабить было в Афганистане, но и там истории есть, что разворовывали эти кишлаки афганские в 70-е, 80-е годы. Видела у себя там, где я была в оккупации.
Ну, некоторые это оправдывают, что это, типа, естественная жизнь солдата, там, пятое, десятое. Но важно же понимать, что вот американцы, например, где что мародеры? Ну, нет, британцы. Никогда нет было. Ну, то есть прошли те времена, когда они что-то могли там где-то мародерить. И в этом отношении, естественно, что вот, конечно, многие национальные движения, они как бы, ну, держат в уме о том, что час X, так скажем, да, то есть когда наступит такой момент, когда они могут прийти к власти, наступит именно в случае победы. А победа, ну, подразумевается, может быть, даже и не военная победа, а именно тот факт, что экономика плюс санкции доведут состояние до настолько плачевного, и сейчас уже даже есть такие, ну, как бы экономические даже показатели там и так далее, о том, что все практически, все, что возможно, сворачивается, цена на нефть низкая, пополнять бюджет нечем фактически, и будет введен еще несколько пакетов санкций, потому что санкции, ну, они же хитро действуют, они начинают задушивать, медленно, по чуть-чуть, душат, и цель их не такая, чтобы, ну, как бы, сразу экономика рухнула, а для того, чтобы спровоцировать тех, кто в окружении кремлевском находится. Но Запад в этом отношении не понимает, как структура власти установлена. Они не понимают, они думают, что вот давайте там зажмем, и там что-то местный истеблишмент, там, значит, эти олигархи, они там решат Путину сделать табакерочку. А этого не произойдет абсолютно, потому что они же тоже показывают этих Бастрыкиных, этих Медведевых ненормальных, которые там постоянно какую-то ерунду говорят. Ну, если табакерочку устроите Путину, вот будет Бастрыкин, например, который там вообще ГУЛАГ устроит, или будет Медведев, который начнет атомными бомбами кидаться. Ну, то есть альтернатив-то нету у этих, которые челяди путинской. Поэтому, естественно, что есть такая святая надежда о том, что я вот все время эту операцию привожу в Хорватии, когда, значит, Босния и Герцеговина, там хорватам удалось против, по-моему, 100 или 200 тысяч сербов, значит, ну вот там война, которая была, провести такую операцию. Они собрали 500 тысяч хорватов, ну, практически двукратное преимущество, и за сутки завершили войну. То есть наступление было полномасштабным на всем фронте. И мне кажется, что такое тоже возможно, но понятно, что... Ну, некоторые говорят, что кто-то мешает это сделать ВСУ, очистить полностью территорию Украины, значит, от вот этих оккупационных русских войск. Но я думаю, что все-таки тем, кто там на нуле, им гораздо более виднее вот эта вся ситуация. Поэтому тут гадать не буду, как говорится. Но факт такой, что я верю в том, что Украина выиграет в любом случае. Ну, спасибо большое, Карина, за интервью. Пожалуйста. Рад буду тебя пригласить, либо проводить ту же авторскую передачу, может быть, и, может быть, в следующий раз, когда будет какая-то тоже интересная тема, можем тоже также вместе обсудить ее на волнах ИМИ Радио. Сегодня был с вами я, Зуртан Халтаров, и Карина Демешко. Приятно было со всеми познакомиться и поприсутствовать. всем большое спасибо за внимание, всем пока и до новых встреч. Так, ну и со зрителями своего YouTube-канала я прощаюсь второй раз традиционным способом. Бурятия для бурят, бурятам бурятскую власть, Бурятия от Енисея до Амура. Повторяйте это утром, днем и вечером. В свете репрессивных законов, которые там насочиняла русская власть, советую повторять это про себя. Всем пока и до новых встреч.